ОДКБ готова оказать помощь в нормализации ситуации на границе Киргизии и Таджикистана. Верховный суд Таджикистана приговорил 5 уроженцев ГБАО к пожизненному сроку. Европарламент проголосовал по резолюции о признании России страной-спонсором терроризма. Кличко заявил, что Киев может ждать худшая зима со времен Второй мировой и допустил эвакуацию части столицы. Организация договора коллективной безопасности готова оказать помощь в нормализации ситуации на границе Киргизии и Таджикистана. Об этом заявил в среду генсек ОДКБ Станислав Зась, выступая на совместном заседании Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей Совета безопасности ОДКБ. В Центральноазиатском регионе особое значение придаем нормализации обстановки на таджикско-кыргызской границе. Считаем, что у ОДКБ есть необходимые ресурсы и опыт для оказания помощи двум нашим государствам для достижения этой цели. Конечно, если Таджикистан и Кыргызстан считают это необходимым, подчеркнул он. Также, по словам Зяся, в регионе сохраняется опасность распространения террористической активности, незаконного оборота оружия и наркотических средств из Афганистана на территории государств-членов ОДКБ. В этой связи не остается без внимания вопрос об укреплении пограничной безопасности на таджикско-афганской границе, отметил он. Напомним, что сегодня в Ереване началось заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон сегодня утром отправился в столицу Армении. По данным источника, президента в поездке сопровождает министр иностранных дел Сираджиддин Мухридин, министр обороны Шурали Мирзо, помощник президента по иностранным делам Азамшо Шарифи, секретарь Совета безопасности Насрулла Махмудзода и другие официальные лица. Кроме президента Таджикистана, как сообщается на сайте организации, в мероприятии примут участие президенты Беларуси Александр Лукашенко, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Кыргызстана Садыр Жапаров, России Владимир Путин, а также генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась. Члены СКБ обсудят актуальные проблемы международной и региональной безопасности и основные итоги деятельности ОДКБ в межсессионный период. Одним из важных вопросов станет совершенствование системы кризисного реагирования ОДКБ. Верховный суд Таджикистана приговорил 22 ноября 5 уроженцев Горно-Бадахшанской автономной области к пожизненному заключению. Это Талип Аюмбеков, Наджмидин Шерденов, Имумназар Шайшаринов, Мунавар Шанбеев и Ниешо Гулубов. Об этом сообщает журналистка Анура Саркорова. В чем их признали виновными, не сообщается. Информирую о задержании Аюмбекова, Шанбеева и Гулубова в июне текущего года пресс-службы МВД Таджикистана представляла их главарями организованной преступной группы города Харок. Шанбеев и Аюмбеков были в числе 7 неформальных лидеров ГБАО, с которыми в октябре 2018 года власти страны подписали отдельные соглашения, обязывающие их сдать оружие, не устраивать сходки и не заниматься противоправными действиями. Европарламент в среду проголосовал по резолюции о признании России страной-спонсором терроризма на фоне военных действий в Украине. За выступили 494 депутата из 596, против выступили 58 депутатов, еще 44 воздержались, передает РБК. Резолюция Европарламента носит рекомендательный характер. Также в законодательстве ЕС отсутствует термин «страна-спонсор терроризма», и поэтому решение Европарламента не будет иметь правовых последствий для России. В проекте резолюции, опубликованном на сайте Европарламента 21 ноября, авторы обвиняют Россию в военных преступлениях в Украине, ракетном обстреле энергетической инфраструктуры страны, гуманитарном кризисе в Мариуполе и глобальном продовольственном кризисе, а также незаконном присоединении украинских территорий. Помимо этого упоминается поддержка президента Сирии Башара Асада и приговор по делу МН-17. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что будущая зима может стать худшей зимой в Киеве со времен Второй мировой войны из-за отключения электроэнергии в результате обстрелов. Он не исключает эвакуации части города в случае широкомасштабных отключений электричества во время холодов. Он призвал Германию и остальную Европу усилить поддержку Украины, особенно других городов страны, помимо столицы, пояснив, что украинцам срочно нужны генераторы, теплая одежда и другие гуманитарные грузы.
Кличко усомнился, что Россия достигнет своих целей, нанося удары по энергетической инфраструктуре. По его мнению, Москва намерена добиться недовольства у украинцев, чтобы те давили на президента Владимира Зеленского. Но этого не произойдет. У меня сложилось впечатление, что люди становятся только злее, решительнее, подчеркнул киевский мэр. Также сегодня Россия нанесла ракетный удар по городам Украины. Взрывы зафиксированы в Киеве, Киевской области, Винницкой области, Львове, Одесской области и Полтавской области, сообщают местные власти. ПВО сработало в Днепропетровской области. Отключение электроснабжения произошло не только в ряде городов Украины, но и в Кишиневе, столице Молдовы. Россия подняла в небо по меньшей мере 9 бомбардировщиков Ту-95. Самолеты вблизи Мариуполя выпустили как минимум 5 ракет, заявил глава военной администрации Николаевской области Виталий Ким. По его словам, ракет много, летят с юга и востока, работает ПВО. В Киеве зафиксировано отключение электричества, остановка метро, сообщается о попадании как минимум в один инфраструктурный объект. В Киевской военной городской администрации сообщили, что погибли 3 человека, ранены еще 3. Ракеты попали в родильное отделение больницы в Вольнянске. Погиб младенец, об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.